Александрович, и я попрошу теперь Дмитрия Александровича взять на себя роль ведущего пленарной части. Дмитрий Александрович, пожалуйста. Да, следуем программе, и следующим у нас обозначен для выступления с докладом Юрий Гаврилович Сагалаков, заместитель министра образования и науки Республики Хакасия. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. От имени Министерства образования и науки Республики Хакасия сердечно приветствую участников 4-й международной научно-практической конференции «Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири». Благодарю вас, что откликнулись на наше приглашение принять участие в данной очень важной конференции. Мы вновь собрались для обмена опытом и решения задач улучшения состояния родных языков, национальных культур народов Сибири, подготовки рекомендаций по применению современных моделей эффективного управления. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческой результативной дискуссии и приобретения партнерских и дружеских контактов. Запустим конференция Магатыш Парстен, Тузюмных Волзан. Значит, мой доклад о развитии этнокультурного образования в Республике Хакасия. Сохранение этнокультурной самобытности народов России относится к стратегическим целям национальной политики, сформулированным в стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Правительство и Министерство образования и науки Республики Хакасия проводят целенаправленную работу по сохранению и развитию языков народов, проживающих в Республике Хакасия. Создание нормативно-правовых и финансовых условий изучения хакасского языка в Хакасии позволило остановить некоторые негативные тенденции, связанные с сокращением школ, с преподаванием хакасского языка и количество детей, изучающих родной язык. С 2011 года возросла сеть дошкольных организаций, отдельных групп, где организовано изучение хакасского языка. Из 300 301 ребенка хакасской национальности, которые посещают детские сады, 68% изучают хакасский язык. В 2015-2016 учебном году в 128 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия хакасский язык изучает 6771 ребенок, что составляет 76,4% от общей численности детей хакасской национальности. Изучение языка организовано как предмет в форме кружковых и факультативных занятий. Для сравнения приведем данные по 2008 году, когда в 102 общеобразовательных организациях, учреждениях проводилось преподавание хакасского языка с охватом 66% детей хакасской национальности. Однако следует отметить, серьезной проблемой остается снижение численности детей хакасов, владеющих родным языком, в том числе детей, поступивших в 1 класс на начало года. Так, в текущем учебном году из 1214 первоклассников свободно владеет хакасским родным языком 258 детей, что составляет 21,3% от общей численности первоклассников. В 2015 году также удалось организовать изучение шорского языка детьми коренного малочисленных народов шорцев, проживающих на территории Аскисского и Таштырского районов, в форме кружковых занятий. В общеобразовательных организациях этих районов обучается 117 детей коренного малочисленного народа шорцев. Ежегодно для библиотек общеобразовательных организаций Аскисского и Таштырского районов министерством приобретается печатная продукция, связанная с изучением шорской культуры. Сохранение и развитие культуры хакасского и шорского народов также способствует деятельность учебных мастерских по обучению детей и молодежи традиционному творчеству хакасов и шорцев, созданных на базах Балаксинской, Казановской школ и Аскисского лицея-интерната Аскисского района. Министерством для учебных мастерских 3 школ были приобретены швейные машины, оверлоги, вышивальные машины и станочное оборудование. В этом году также будут оснащены швейным оборудованием 2 школы Таштырского района.
Особое внимание уделяется вопросам использования в образовательном процессе учебников и учебных пособий для обучения обучающихся хакасскому языку и литературе, а также обеспечивается организация разработки учебников и учебных пособий на хакасском языке, их издание и внедрение в учебный процесс, участие в экспертизе учебника для обеспечения учета региональных этнокультурных особенностей республики в соответствии с законом Республики Хакасия об образовании. Как Дмитрий Александрович сказал, что учебники наши хакасской язык, хакасская литература успешно прошла экспертизу на уровне Российской Федерации. За последние годы Хакасское книжное издательство под ведомством учреждений министерства издано более 55 наименований учебной литературы, в том числе 19 наименований учебников хакасский язык и хакасская литература, 36 наименований пособий дидактических сборников. Ежегодно в рамках государственной программы Республики Хакасия «Региональная политика» министерством проводится конкурс грантов на издание программ пособий, электронных пособий, литературных, в том числе детских журналов «Тигр Хуры», «Радуга» для школьников и «Кунеджак», «Солнышко» для детей дошкольного возраста. Важным направлением развития этнокультурного образования в Республике Хакасия является подготовка и поддержка педагогических кадров в области хакасской филологии. В школах республики обучение хакасскому языку осуществляет более 270 учителей, включая учителей начальных классов, преподающих хакасский язык. Доплата в размере 15% к базовым должностным окладам педагогических работников школ и дошкольных образовательных организаций, обучающих хакасскому языку, введенная правительством республики, несомненно способствует повышению качества этнокультурного образования. Необходимо отметить, в 2017 годах детские сады и школы республики пополнятся молодыми педагогическими кадрами, которые в настоящее время проходят обучение на условиях целевой контрактной подготовки для работы в сфере образования Республики Хакасия в Хакасском государственном университете по направлению подготовки бакалавриата, педагогическое образование, профиль подготовки, связанный с учением хакасского языка и литературы. В соответствии с постановлением правительства Республики Хакасия, Министерством с 1 января 2013 года студентам, обучающимся на условиях целевой контрактной подготовки, производится ежемесячная доплата к стипендиям в размере 2000 рублей. В настоящее время их численность составляет 27 человек. С 2008 года стала традицией проведения республиканского конкурса учителей хакасского языка и литературы, который выявляет лучших педагогов и способствует повышению престижа профессии учителей хакасского языка. Победители конкурса достойно представляют Республику Хакасия в всероссийском мастер-классе учителей родных, включая русских языков. Сагалапова Кира Евграфовна, учитель хакасского языка Аскизского лицея-интерната, в 2014 году стала абсолютным победителем всероссийского конкурса. Следует отметить ежегодно учителям хакасского языка за достижение профессиональной деятельности Советом старейшин родов хакасского народа присваивается почетное звание «Человек года», символ общественного признания заслуг граждан республики. Одним из наиболее значимых условий для достижения качества образования является совершенствование и укрепление материальной базы кабинетов хакасского языка и литературы. Благодаря таким мероприятиям, как республиканский конкурс на лучший кабинет родного языка и литературы, предоставляет субсидии на организацию кружков по развитию детского хакасского литературного творчества и получает возможность пополнить кабинеты хакасского языка учебной, художественной литературой и медиаоборудованием. Для поддержки проектов в области сохранения хакасского языка и культуры в муниципальных образованиях республики в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия министерство ежегодно проводится конкурс на предоставление грантов муниципальному образованию в области сохранения хакасского языка и культуры, практическим результатом которой стала реализация следующих проектов: хрестоматия литературных произведений на хакасском языке для детей дошкольного возраста, Чапсых Чох, в рамках которого городским управлением образования города Абакана были организованы проведение радио и телепередачи в эфире Ирта Абакан, Хакастали Бакалербстан Тамары, детский музыкальный спектакль на хакасском языке Мелиек, развитие семейных традиций хакасская свадьба. Проведение ежегодных муниципальных, республиканских и межрегиональных мероприятий
способность популяризации хакасского языка и культуры, усиление интереса учащихся к изучению родного языка, а также поддержке одаренных детей. За последние годы увеличилось количество республиканских мероприятий на хакасском языке среди обучающихся образовательных организаций. Среди них фестиваль НТЛ, конкурс «Чалтызактар», посвященный Дням тюркской письменности и культуры, конкурс «Юный Тахпахче», детский литературный конкурс «Адасёс» и другие. С 2009 года Министерство совместно с Хакасским государственным университетом проводится республиканский конкурс «Чалтызактар». Он направлен на сохранение и развитие лучших достижений тюркской культуры народов Саяна-Алтая и включает такие номинации, как выразительное чтение произведений устного народного творчества, тюркской культуры, на литературе на русском, хакасском и других тюркских языках, конкурс грамотеев по хакасскому языку, конкурс театрализованных представлений. Для поддержки одаренных детей в области хакасской филологии стало проведением Республиканской олимпиады по хакасскому языку и хакасской литературе среди обучающихся 9-11 классов, по результатам которой победители принимают участие в межрегиональной олимпиаде по тюркским языкам и культуре. Следует отметить, инициатором проведения олимпиады стала наша республика. Ежегодно в олимпиаде принимают участие обучающиеся республика Алтай, Тыва и Хакасия. Ярким событием не только для Хакасии, но и для всей Сибири стало проведение 2008 года межрегионального молодежного фестиваля «Нархас-Чолары» «Дорогами дружбы» на базе Хакасской национальной гимназии-интернат имени Николая Федоровича Катана. Фестиваль становится все более популярным. В фестивале ежегодно принимает участие более 200 человек из республик Хакасия, Алтая, Тыва, Кемеровской, Иркутской области и Красноярского края. Это фестиваль – замечательная площадка и возможность для детей продемонстрировать свои достижения в области национальной культуры и найти новых друзей. В образовательных организациях республики ежегодно организуется проведение Чалпаза, Хакасского Нового года. Педагогам и ребятам удается не только сохранить традиционные значения и основных ритуалов и обрядов, но и дополнить вековые народные традиции новыми реалиями. В целом следует отметить, что вся проводимая работа по данному направлению способствует увеличению доли обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих родные языки, повышению мотивации к изучению родного языка, выявлению наиболее талантливых и одаренных детей, дает возможность воспитания у школьников чувства патриотизма и гордости за свою малую родину, свой народ, свою семью. Спасибо за внимание. Спасибо, Юрий Гаврилович. И следующее выступление. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН Кызласов Игорь Леонидович.